Привлечение инвестиций в округ, сохранение традиционных ценностей, комплексное развитие территорий, развитие новых экономических направлений и туризм. Основные 5 направлений, которым, по мнению зампреда правительства России Александра Новака, нужно уделить внимание в современных реалиях. Вице-премьер отметил, что Северный Кавказ сегодня переживает инвестиционный бум. Сегодня мы с вами на данной сессии поговорим об уникальном макрорегионе, о Северном Кавказе, Республике Калмыкия, Адыгея. Для того, чтобы достичь национальной цели, необходимо всем вместе приложить максимальные усилия как на исполнительном уровне власти, так и на законодательном уровне власти, на всех уровнях, на федеральном, региональном, муниципальных образованиях. Это совместная работа с бизнесом, совместная работа и очень важная работа, которая предстоит на региональном уровне. И сегодня мы поговорим о том, как будет развиваться Северный Кавказ, этот уникальный регион, в котором проживает 11 миллионов человек, это примерно 7,5% населения страны. В 2023 году в рамках всех проектов в регионах Северного Кавказа было создано свыше 70 тысяч рабочих мест, что на 27% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил полпред ВСКФО Юрий Чайка. Для обеспечения устойчивого развития субъектов округа в 2023 году из федерального бюджета выделено свыше 731 миллиарда рублей. Реализация только прорывных инвестиционных проектов за 2 года позволила привлечь в экономику округа более 362 миллиардов рублей. Всего к 2030 году ожидается почти 2 триллиона рублей инвестиций. Наибольшие возможности для роста экономики сформировались в АПК, в сфере туризма и санаторно-курортной отрасли. Хорошие темпы роста набирает промышленность, в том числе обрабатывающее производство, превысившее за 4 месяца текущего года прошлогодний показатель на 19,5%. В энергетике модернизируется инфраструктура, внедряется энергоэффективная технология, укрепляется платежная дисциплина потребителей. Безусловно, никакой локомотив экономики не сможет двигаться без подготовленной команды. У нас самое молодое по возрасту население, которое уже сегодня создает будущее своего родного края, своей большой родины России. На Северном Кавказе средний возраст работника составляет менее 38 лет, что на 4 года меньше, чем в стране в целом. В рамках сессии с докладами выступили главы регионов округа. Махмуд Али Калиматов рассказал о значении АПК в экономике региона, инвестиционном потенциале, кадровой и социальной политике. Глава также принял участие в обсуждении вопросов мастер-планирования в регионе. Хотел бы начать с того, что у нас индекс сельскохозяйственной промышленности вырос 45%. Поэтому мы знаем, куда идем, что мы делаем. У нас АПК Сунжа, да, которое сегодня там до 5000 тонн, оно будет у нас до 20 тысяч тонн. Если другие овощи будут, огурцы, другое, то это до 30 тысяч дойдет. И это очень важно. Но вот без помощи Кавказ РФ, который сегодня серьезно занимается без Минэкономики, естественно, Министерство финансов, в таком объеме не получалось бы. Поэтому, если брать, сад-гигант вы знаете, то, что производится, правда, у нас прошлый год немножко погода нам там подпортила, ну а так до 60 тысяч тонн производим яблоки. Качественные, все знают. И хранилище на это же есть, на 61 тысячу, насколько я помню цифру. Кроме того, очень важная ситуация возникла, и АПК Сунжа, кроме того, успела вывести оборудование, установила, и единственное в нашей стране у нас рассада клубники. Она 600 тысяч была, на сегодняшний день 1 300 000, и в ближайший год-два, до 26-го включительно, у нас будет 2 400 000, это рассады. Это голландская, то есть мы можем поставлять, хочу коллегам сказать, рассаду нашу Россию. Урожайность у нас зерновых выросла до 29% в целом.
мы смогли довести урожай от 35-36 до 45-47 центнеров с гектара. Это тоже очень важно. Кроме того, то, что министерство позволяет нам финансов, Министерство сельского хозяйства, которое дает субсидии, у нас полностью обеспечиваем мы все формы хозяйствования, сельского хозяйства, все формы, обеспечить их семенами, удобрениями. Это очень важно. И поэтому повысился сам урожай. Поэтому для нас сегодня очень важен региональный продукт 13%. Мы можем сказать сегодня задачу, которую президент ставил, безопасность продовольственную, на том объеме, который республика может делать, мы ее увеличили в разы. В разы увеличили и будем дальше продвигаться в этом направлении. Та поддержка, которая сегодня есть, сегодня я разговаривал с Кавказ РФ руководством, у нас там ситуация возникает, что очень помогли нам сейчас с южной у нас глубокой переработки индейка, производства, да, там до 5000 тонн. Мы хотим поднять до 10-15 тысяч тонн. А для этого необходимо было развить еще некоторые объекты, которые бы увеличили численность. Вот. Поэтому добро дано, сейчас прорабатывается, как мне сказали, и помощь нам будет оказана в этом плане. Выделятся средства и деньгами мы будем обеспечены, чтобы продолжить вот эту линию свою. Поэтому если сегодня отсутствие, в силу того, что цена на корма для индейки очень выросла, то есть там, грубо говоря, на 2 раза, 3 раза даже. Поэтому нам необходимо еще, мы сейчас прорабатывать будем с Кавказ РФ, помощь, чтобы нам построить перерабатывающий свой комбикорм для этой птицы. В целом хочу сказать, что те задачи, которые поставлены, мы в силах их решать и будем, я думаю, ну не говорю первыми, но потому что Ставрополью не поспоришь. Надо стремиться быть первыми всегда. Ну, будем стремиться. Вот, Спасибо большое. Спасибо. Пленарная сессия построена на базе ключевых доминант развития, определенных президентом и правительством России. Участники рассказали, как меняется макрорегион, как сохраняется его идентичность, формируются точки роста. Для пленарной сессии каждый субъект подготовил специальный видеоряд, где большое внимание уделено туризму. Муслим Ганиев, Магаз 24.